Мы привыкли думать, что глава нашей республики Михаил Игнатьев очень спортивный человек. Вот он занимается спортивной ходьбой, вот на лыжах катается, вот плавает. Но никто не знал, что у Михаила Васильевича есть и другая страсть – машины. Он так страстно любит машины, что за последние 2 года он приобрел себе набор «Неделька». Набор «Неделька» – это 7 машин на все случаи жизни, 6 элегантных Toyota Camry в разных комплектациях для будней и 1 отечественная Lada Largus. Ну, надо же по выходным ездить в деревню за картошкой. И весь этот набор стоит всего 14 миллионов 749 тысяч рублей. Понятное дело, что эти машины Игнатьев купил не за свой счет. Их приобрела государственная организация «Автобаза администрации главы Чувашской республики». Находится она в самом центре Чебоксар, в 2 минутах ходьбы от нашего штаба, по адресу улица Энгельса, 9. Формально, как написано в уставе предприятия, автобаза занимается техническим обслуживанием автомобилей высших чинов Чувашской республики. Для этого у нее есть специальные помещения, оборудование и рабочие. Расходов у государственной автобазы хватает и без покупки машин. Так, например, только на ремонт участка мастерской государство потратило 144 тысячи рублей. Новый балансирующий станок для автобазы стоил 129 тысяч рублей. Замена ворот для автобоксов стоил 333 тысячи. В этом году купили даже униформы для сотрудников за 52 тысячи рублей. И таких закупок просто огромное множество. Интересно, что при большом количестве профессионального оборудования автобаза часто не сама занимается ремонтом, а ищет подрядчика через госзакупки. Так, например, совсем недавно появилась закупка на техническое обслуживание и ремонта Mercedes-Benz за 250 тысяч рублей. Получается, что государство вкладывает миллионы рублей в эту базу, которая занимается какой-то там сменой покрышек, а для более серьезных работ зовет частных подрядчиков. Все автомобили высших чинов Чувашии, которые базируются на этом предприятии, покупка шин, запчастей, масел, бензина, а также ремонт машин, которые сама автобаза выполнить не в состоянии, только за последние 2 года обошлось нам в 14 миллионов рублей. А ведь есть еще и страховка, плюс еще 1 миллион. Кстати, о страховке. Именно благодаря госзакупкам на страховку мы узнали, сколько же на самом деле автомобилей в гараже Игнатьева. А это ни много ни мало – 64 автомобиля и автобуса. Мы заехали на автобазу, чтобы показать вам ее изнутри, и спросили у сотрудника, не отремонтирует ли его коллеги наш автомобиль. Здравствуйте, я тут на сайте посмотрел, что можно машину помыть на автомойке. Выше? Следующий. А в этих нельзя? Здесь нельзя? Здесь нет. Ну давайте проедем, развернемся. Хорошо. Как видите, нам отказали. Судя по всему, этот сервис только для чиновников. Другие ведомства сюда правда заезжают. За последние 2 года автобаза отремонтировала 3 машины УФСИН. За это автобаза выручила 90 тысяч рублей. Это вся прибыль предприятия за последние 2 года. Получается, база убыточная. Но давайте не сильно ругать Михаила Васильевича. У него вообще мало что приносит прибыль. Разве что юрма и продажа земли китайцам. За свое правление Михаил Васильевич приобрел 31 автомобиль. Это 24 Toyota Camry, 2 Volkswagen Phaeton, 1 Lada Largus, 1 Toyota Alphard, 2 Toyota Heinz и Volkswagen Multivan. До его прихода машины тоже были, но их было чуточку меньше, всего 36. Это 12 Ford Mondeo, 6 Toyota Camry, 4 Волги, Kia Majetic, 2 Mercedes-Benz, Audi A6, 1 Volkswagen Multivan, 2 Toyota Land Cruiser, УАЗ Patriot, 2 самосвала ГАЗ, 1 Газель, экскаватор и 2 Toyota Heinz. Вот смотрю на всю эту красоту и вот что не могу понять. Как так получилось, что один Игнатьев за 2 своих неполных срока купил машин почти столько же, сколько Николай Федоров за свои 16 лет правления республикой? И это так лицемерно, когда в стране народ беднеет, а государство экономит на всем, даже на пенсионерах. А все просто. Игнатьев – обыкновенный самодур, которому плевать на жителей республики. Из своего кармана мы заплатили на его машинке почти 30 миллионов рублей.
За эти деньги можно было отремонтировать, например, цивильскую больницу, или купить 9 машин скорой помощи с оборудованием, или 600 флаконов лекарств, противоопухолевых средств для республиканского онкодиспансера. Нам, кстати, никакая помощь из бюджета не светит, только ваши пожертвования. Поддерживайте нас материально, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими социальными сетями. В них мы каждый день пишем о происходящем в Чувашии. Ссылки на наши группы и текстовую версию расследования вы найдете в описании. С вами был штаб Навального, меня зовут Семен Кочкин. Не забывайте подписываться на нас, здесь говорят правду.